Салам алейкум, хурматлы милләттәшләр, һаумалар дуслар. Здравствуйте, уважаемые подписчики моего канала. Сегодня у нас в гостях для меня очень уважаемый, очень интересный гость, я надеюсь, для вас будет. Это общественно-политический деятель, вице-президент Фонда защиты демократии в Центральной Азии Максим Байдак. Но так как Максим принял ислам, в исламском мире его знают как Салман Север. Надеюсь, что я ничего не упустил. Салам алейкум, Салман. Алейкум салам, дорогой Руслан. Спасибо за правильное уведомление и впечатление регалий. И рад приветствовать всю уважаемую аудиторию. Максим, много слышал о вас, очень лестного, похвального, как человека, очень умного, грамотного человека, который повидал много в этой жизни. И вот у меня такой вопрос к вам. Будем говорить о политике, о России, о перспективах России, о перспективах народов России. Вот и такой вопрос. Сегодняшнее состояние России – это ее естественное состояние, глядя вот на то, как она постоянно воюет, как она постоянно находится вот в такой изоляции от цивилизованного мира, или это ее агония? Бисмилля, ну поехали. Благодарю за высокие оценки. То же самое наблюдаем за вашей активностью, уважаем эту активность и желаем в ней достичь конечной цели этой борьбы, уважаемый Руслан, и присные ваши. Что касается состояния России, ну, я думаю, тут корректно говорить о том, что это естественное состояние агонии. Потому что российская государственность – это агонизирующее явление. У нее, как у имперской государственности, есть определенные циклы жизни, жизнестойкости, жизнеугасания и смерти. Если мы посмотрим вот в развороте, в развертке исторической, то российская имперская государственность воспроизводилась когда-то в Российской империи, и это занимало столетия, пока она агонизировала и не умирала. Потом приходила Советская Красная Большевистская империя, которой жизненного запала хватило лет на 70. Она тоже агонизировала и в итоге была естественным образом отменена ветрами истории. И сейчас мы наблюдаем государство, которое занимается внутренней колонизацией, которое является одной из последних континентальных империй, преемственность, возводящей к империи, предшествовавшей ей, то есть к Советской империи, сейчас и с очевидной преемственностью, возводимой к Российской империи, и которая также входит в фазу естественного агонизирования. Так что мы ожидаем и надеемся, что на нашем веку случится наблюдение ее последних конвульсий и, в общем-то, умирания, что вшито в логику этого завершающегося исторического цикла. Поэтому для страны, которая открыто апеллирует к своему имперскому прошлому, которая говорит, что границы России нигде не кончаются, для нее естественное состояние, в котором и гробницы России тоже нигде не кончаются, а, соответственно, она будет агонизировать, умирать, и это, скорее всего, произойдет быстрее. Потому что каждый из исторических витков оказывается крахно короче, чем предыдущий. Но вот нынешняя имперская Россия, мне кажется, отсчет можно вести с Мюнхенской речи Владимира Владимировича и с его открытого заявления о том, что, по его мнению, величайшей геополитической катастрофой 20-го столетия является крушение другой, вот этой Красной империи, Советского Союза. Ну, это, наверное, и есть декларация неоимпериализма. А неоимпериализм, как мы только что определили, в России это штука непостоянная, значит, мы наблюдаем ее предсмертные схватки. Мгм. Спасибо за такой развернутый ответ, Максим. У Российской империи была идеология имперства, да, вот это она постоянно пыталась расширяться. У советской власти была идеология коммунизма, социализма, построения. У сегодняшнего путинского режима есть какая-то идеология? Дело в том, что Российская империя – это государство классически понятное политической науке. То есть оно, в принципе, легко встраивается в парадигму разговора об империи, о монархии, расширяющейся государственности. Советское государство – это тоже государство удобоваримое и понятное. В нем
был субъект власти, коммунистическая партия, и при ней были спецслужбы. Вот сегодня в России сложился исторически уникальный феномен, когда власть принадлежит по большому счету спецслужбам. Не партии, при которой есть свои церковы, свои силовики, а в чистом виде силовикам. Это закрытая корпорация. Это мы понимаем. Она не любит экспрессировать из себя никакую информацию, по которой мы можем считать пульс пациента и сколько ему еще осталось. И силовики, они не собираются по поводу какой-то идеологии. Вот задача партии, задача идеологически ангажированных сил создавать и следовать идеологии силовиков есть только одна обеспокоенность. Это удержание пространства, это держиморды, которым важно вот взять, схватить и не пущать. И они прекрасно создают дефицит смыслов и искусственно придумывают, создают или воспроизводят какие-то мифологемы политические, создают машинерию политического мифа, придумывают политогемы, идеологемы. И если говорить про то, что за чудовище, за смешение ужас с ежом возникает сегодня вот в этом пространстве дефицита политической идеологии, то это одновременно обращение и к хрусту французской булки, то есть к благородным временам Российской империи, и к хрусту чекистской кожанки, то есть к политическому мифу советской истории, причем самой ее такой кантовой, спецслужбистской, сталинистской версии, тогда, когда у силовиков было, в общем, как у главных подонков, все в руках, в самой такой обостренной фазе. Вот где-то там, где с одной стороны гусары размахивают шашками, а с другой стороны мы отправляем первого человека вместе с собаками в космос, вот здесь и рождается, вот на этом острие рождается, скажем, неустойчивый колосс на глиняных ногах российской политической нынешней мифологии. Ну и плюс это заигрывание с евразийской идеей. Те люди, которых мы привыкли считать долгое время сказочниками, интеллектуальными шизофрениками или пережевывателями не своего интеллектуального продукта, вроде там Александра Кирилловича Дугина и его панды, они сегодня пожатные, они сегодня рассматриваются, воспринимаются как солидные российские интеллектуалы, продукторы мысли, которым как бы даже прислушиваются кабинеты и силовые, и администрация президента, насколько мы знаем. Поэтому вот сюда еще и подмешивается евразийство в новом его изводе. Но с учетом того, как Россия вынуждена обращаться, порывая западной матрицей к восточным, к глобальным южанам, глобальным востокам, то, наверное, имеет смысл говорить о том, что это не евразийство, это скорее азиобщина в худшем ее виде. Мгм. А вот с учетом того, что в России персоналистическая власть держится на одном Путине, насколько устойчив путинский режим будет после ухода Путина? Ухода, там, но добровольного или там недобровольного. Насколько он устойчив? Сохранится ли он, сохранится ли преемственность там как-то или нет? Или все рухнет? Да, благодарю за вопрос. Это очень правильный вопрос, над которым ломают голову не только профаны вроде меня, но и люди, которые получают хорошее политологическое высшее образование, работают в разных Карнеги-центрах и так далее. Потому что для просчитывания устойчивости системы политической необходимо понимать вводные. А у нас с российским государством ситуация напоминает уравнение, в котором неизвестных больше, чем известно. Как я сказал чуть ранее, проблема ведь в том, что система закрыта. Мы не понимаем, что внутри нее происходит. Она очень герметична. И для того, чтобы просчитать, что будет с системой, когда из нее выбывает ключевой ее игрок, вокруг которого и в значительной степени которым построено под него, под его запросы, параметры этой системы, сказать невозможно. Это может быть ужасающий конец, это может быть ужас без конца, это может быть полный развал страны по чаяний, это может быть перехват власти одной из силовых группировок, это может быть условная война, новая чеченская война, если сочту, что вот там на Кавказе формируется преторианская гвардия, которая может совершить второй кавказский массированный рывок на Кремль. Тут сказать определенно очень сложно. И, пожалуй, самый лучший прогноз о неожиданности происходящего в России дал Владимир Ильич Ленин, когда он в 17 году, в его начале, полагал, что только внуки застанут революцию их, а
В конце года, собственно, он в этой революции участвовал. Надо готовиться сейчас. Заготавливайте сани, винтовки, следа, и тогда, когда наступит час час Че Гевары, вот тогда вы будете во всеоружии, и тогда вы будете готовы перехватывать инициативу хотя бы на местах. Ну, как-то так. Мгм. Но понятно, что ничего не понятно. То есть непонятно имеется в виду насчет будущего России. Но Нет, будущее России, у России нет будущего. И, вероятно, сколько-нибудь ответственно соображающие субъекты понимают, что Россия будет диссоциирована. То, что я называю политика территориальным континуумом, то есть вот этой безграничной России, будет свернута. Вопрос только в том, в каком градусе драматичности или трагикомичности это будет происходить. Если у условных партнеров или не партнеров воля политическая расчленять эту Россию, если у них перед глазами сценарий дирижируемого демонтажа, то есть вмешательства в то, чтобы этот процесс был, процесс развала России управляет под контролем, или скорее они себя мыслят в качестве серферов, которые должны поймать волну, которая с исторической неизбежностью катит на Россию, когда она сама под тяжестью внутренних противоречий должна будет, ну, как бы перекроить то пространство, которое незаслуженно занимает Московия. Поэтому я думаю, что с Россией все понятно, непонятно с тем, кто как будет к этому готов. Кто будет людьми винтовки, которые будут истребовать свое право, а кто будет стоять с талончиками в очередях, дожидаясь, пока им кто-нибудь там гуманитарный конвой подаст. Вот что непонятно. получается, что шансы, потому что лично я хотел бы, чтобы Россия это распалась, шансы на распад России, судя по вашим словам, есть. Но есть ли шансы также есть шансы у каких-то реакционных сил создать ее на какое-то время, там, превратить ее в Северную Корею-2, условно. А есть ли шансы у сегодняшней либеральной так называемой оппозиции, которая мечтает о построении прекрасной России будущего? Шансов у мечтателей нет. Потому что бороться с Россией, у которой есть танковые дивизии, могут только те, у кого есть свои танковые дивизии или хотя бы партизан. Если у либеральной оппозиции есть свои партизаны или хотя бы даже понимание, что партизаны и танковые дивизии им нужны, тогда можно говорить о либеральной оппозиции, но с поправкой на то, что у нее есть шансы. Я не думаю, что эти люди будут в гуще борьбы, но, скорее всего, их задача доказать свою договороспособность и лояльность неким условным западным, ну, если не разваливателям России, то одобрительным свидетелям этого развала России. Однако, пустят ли либеральную оппозицию на места, те, кто на местах будет брать власть, это большой вопрос. Я полагаю, что, скорее всего, власть будут брать вордлорды, то есть полевые командиры, инициативные группы, национально-повстанческие движения, сепаратисты, сецессионисты, ирредентисты, ну, условно, которые хотят там к Монголии примкнуть или к каким-то близлежащим каспийским государствам поближе стать, ну и так далее. То есть, скорее всего, у либеральной оппозиции шансов нет, а вот у акторов, которые представляют самый уязвимый сегмент российской политической системы, это национальные республики, окраины, малые народы. Вот у них есть шансы. Вот там возникает субъект, который Россию и пришепчет, в общем-то. Это национально-освободительные силы, потому что Кощеево яйцо и игла в нем, которая должна быть в это кольцо, в это яйцо воткнута, это вот эти все национальные занозы. Башкирское национальное движение, Чеченское национальное движение, Увинская условная республика Саха-Якутия и т.д. и т.п. Вот кто будет действующим субъектом будущей истории. Ну, получается, что разговаривать будут с теми, кто контролирует территории. По примеру сегодняшней Сирии. Разумеется, мы это видим на примере того, как вынуждено расписываться в том, что вчерашние террористы, гонимые, последние, становятся сегодня уважаемыми первыми партнерами, с которыми даже сцепив зубы приходится иметь дело на примере Талибан, триумфально вернувшихся к власти, которые скукожились до джамаата, до ячейки, а потом опять развернулись при благоприятных условиях в государственную управленческую машину.
Как сегодня мы наблюдаем в Сирии, где не менее молниеносный блицкриг революционных сил сделал их акторами, с которыми договариваются все, включая, ну, в общем, основных стрессоров мировой политики, вроде президента США, вроде тех, кто вчера их бомбил, я имею в виду все эти бессмысленные, импотентные потуги российского МИДа установить власть с теми, кого они вчера истребляли там в Ибии. Вот так, ты берешь территорию, ты ее удерживаешь, у тебя есть люди, у тебя есть оружие, у тебя есть политическая воля, у тебя есть те, на кого ты опираешься, с тобой будут иметь дело, и диалог с тобой так или иначе будут выстраивать. А либеральная оппозиция, при всем моем уважении к отдельным ее персонажам, ну, она будет отодвинута куда? В сектор мечтателей и прожектеров, о которых мы будем вспоминать, вероятно, с некоторой музейной ностальгией. Максим, ваша диссертация была посвящена международно-правовым аспектам признания самопровозглашенных государств. Вот отсюда вопрос, насколько реально сегодня получить независимость и признание от цивилизованных государств мира, когда в мире сегодня, в международном праве, скажем так, право на целостность государств стоит выше, чем право нации на самоопределение? Хороший вопрос, он возвращает меня мысленно на юрфак Санкт-Петербургского госуниверситета, где я и защищал этот диплом. Это действительно отмеченный парадокс и несрастание принципов международного права, международного публичного права. Действительно наслаивается один принцип на другой, что позволяет использовать враждующим сторонам разные риторические фигуры. Грубо говоря, государство печется о своем суверенитете территориальном и говорит: мы должны защищать на площадках международных регуляторов вроде ООН наше право на целостность государства, на то, чтобы наша территориальная суверенность не пострадала от вмешательства посторонних держав. А вот те, кто изнутри с нами борется, это раковая опухоль, которую мы имеем право и весь применяемый опционал выкорчевывать путем антитеррористических операций, КПО, закручивания гаек и так далее. Это наше суверенное дело. Так мыслит государство, которое борется со своими повстанцами. Повстанцы говорят: нет, позвольте, у нас есть право нации на самоопределение. У нас есть условия, которые позволяют нам претендовать на признание государства по критериям Конвенции Монтевидео. У нас есть борющиеся субъекты, которые представляют интересы нации. У нас есть территория. У нас есть там другие критерии, которые позволяют признать нас вот этой борющейся единицей. И вот мы отбороли свое, мы удерживаем территорию, мы провозглашаем на ней некое государственное образование, и теперь мы апеллируем к международному общежитию нации с просьбой нас признать. И действительно, тут многое будет зависеть от того, с какой цивилизацией вот эти национал-сепаратисты пойдут на контакт. Если это будет косовский вариант, если под цивилизацией будет пониматься доминирующая цивилизация Запада, которая и является автором, гарантом известных там конструкций международного права, ценностей международных отношений и так далее, то высока вероятность того, что такие государства будут признаны. Признаны основными игроками. Соединенными Штатами Америки, которые, я думаю, еще какое-то время прослужат основным игроком, Европейским Союзом и так далее. Если же ставка будет сделана на больного человека современности, на какие-нибудь экзотические, не цивильные цивилизации, ну, Китай условные или на огрызок от России, ну, я думаю, их и ждет судьба, с части признания, судьба Осетии, Абхазии и прочих Приднестровий. То есть это будет, ну, некая серая зона, которая нормальным западным человечеством восприниматься в качестве субъекта не будет. Ну вот, насколько я знаю, США, оно очень неактивно, да, не хочет признавать право нации на самоопределение, признавать независимость государства. Даже сегодняшний, мы знаем, Тайвань, да, вроде бы союзника США, там развитое государство, все есть для государства, но ее не признают. Изменится ли у США вообще в будущем? Вообще в будущем, насколько я знаю, да, вот за 20 век появилось там, практически под 100
новых независимых государств, а в последнее время они приостановились. Последний вот такой крупный был крупное появление независимых государств после развала СССР. В будущем будет ли подобное? Предвидится ли? Я предвижу, что будет, потому что нужен тот, кто будет разваливаться. Нужно тело, от которого будут отваливаться куски. Вот таким телом после окончания Второй мировой войны была Британская империя, французская колониальная империя отчасти, и Советский Союз исполнял ленинские заветы и поддерживал антиколониальное движение в странах Латинской Америки, в странах Азии, в странах Африки в первую очередь. Потом разваливался сам Советский Союз, то есть вот тоже тело приказало долго жить, и от этого тела отпочковывались жизнеспособные элементы, те, в которых еще находилась какая-то витальная энергия. Это был тот самый парад суверенитета. И если кто-то не успел с ножами и вилками на сознательное расчленение этого тела, то Запад успел подсуетиться по части признания тех отвалившихся частей, которые сами доказали, что они готовы быть партнерами Западу. А если сегодня возникает какое-то другое разваливающееся тело, будь то Китай или будь то Россия, гражданами которой мы имеем несчастье оставаться, то тогда и признание случится, пока просто тела не разваливаются. Вот пойдет по пути полного декаданса Китайская Народная Республика, я думаю, тогда случится и парад признаний, а не только парад суверенитетов и Уйгуристана, и Тибета, и Кашмира, быть может, на который Китай тоже претендует, и могут быть пересмотрены отношения с Тайванем по части большей, так скажем, значимости Тайбэя перед Пекином в глазах того же самого США. Будет разваливаться Россия, будут искать партнеров на том, что вырастает из умирающего тела России. А пока и то, и другое дует щеки и демонстрирует свою стойкость, но в Китае еще стойкость чем-то обеспечена, а в России она и так как бы на ладан дышит, то Запад, к сожалению, не демонстрирует и заинтересованности в управляемом развале этого пространства. Опять же, из-за опасения того, что Россия, так долго заигрывая с энергиями и стихиями нового Средневековья, создает такой социальный трэш, интеллектуальный трэш, что договариваться, возможно, предстоит с безумными генералами из вот этих всех американских дешевых комедий и компьютерных игрушек вроде Red Alert. Как бы безумное, приходящее в брожение пространство Северной Евразии. Вот чего опасается, полагаю, ЗАВ. Но есть одна точка, через которую можно сегодня войти. Такой точкой является Украина. Поэтому если какое-то национальное освободительное движение хочет себя отбелить, пройти через вот это бланкиамента, да, как бы признание себя в качестве кандидата, с которым могут потом выстраивать отношения там, на Западе, то Украина является, и все, что вокруг Украины, вокруг украинского казуса, является подходящим провалом для стяжания вот этой легитимности. Мгм. Как раз вот хотел перейти к Украине. Насколько я знаю, Максим, у вас течет украинская кровь. Вы жили в Украине какое-то время. Будущее Украины, на ваш взгляд, какое? В Армении просто течет украинская кровь. Я один из тех людей, который в сознательном возрасте принял гражданство Украины. То есть я родился в бывшем СССР. Мне в детском возрасте не приходилось выбирать, какое гражданство мне дадут. Мне дали российское гражданство, но я в силу политической убежденности принял гражданство Украины в 2016 году, в декабре месяце, если мне память не изменяет. И очень этому обстоятельству рад и этим горжусь. Если Украина выстоит, чего мы ей искренне желаем, то это будет действительно антироссия в лучшем виде. Это будет тот самый медоед, который будет драть этого медведя. Одним своим существованием он будет лишать Россию права заявляться на имперский статус. Мы помним, что Бжезинский вывел эту формулу. Россия, которая контролирует Украину, это империя. Россия, которая не контролирует Украину, это не империя. Потому что ключевым для империи в этом смысле является преемственность, является наследие государственническое. Вот Украина
то, откуда есть пошла Русь. Украина, Киевская Русь, это первоисток той государственности, к которой московиты пытаются подобраться. Поэтому им критически необходимо перехватить управление над Украиной. Но в силу того, что украинская нация была в некотором смысле долгое время зыбкой, в ней прослеживалось два коллективных психотипажа, там, свинопаса и казака, и в силу этого украинцы, ну и в силу региональных различий, долгое время не могли себя осознать и связать как нацию, пока не вторглись русичи и пока не заставили украинцев в экспресс-режиме себя в качестве единой нации обнаружить и признать. Вот в силу этого этническое ядро, идейное ядро, оно у украинцев как у нации сформировано. И даже если Россия получится обрезать Украину по всем этим испепеленным окраинам, вроде Востока, части юга этой страны, ну, на оставшейся куске, на оставшемся массиве Украины, вот там вызреет очень жизнестойкий продукт, очень жизнестойкий субъект. И я думаю, что даже возможный перехват власти какими-нибудь пророссийскими силами, какой-нибудь фронтой, агентурой пророссийской уже не способен изменить ситуацию. Украина плыла в Европу, Украина консолидировалась как гражданская нация, как политическая нация. И как шутит один наш с вами Руслан общий знакомый, за несколько лет Владимир Владимирович Путин сделал для становления украинского национализма больше, чем все теоретики украинского национализма за несколько столетий. Да, замечательно. Будем держать кулаки и всеми силами помогать, конечно же, Украине. Еще такой вопрос. Уже помогаем. Да, насколько можем. Еще такой вопрос, Максим. Вы очень тесно контактируете с, скажем так, с выходцами из Центральной Азии, с лидерами, скажем так, оппозиций сегодняшних стран Центральной Азии. Ну вот я как бы задам вопрос от себя, как от башкира. Мы, башкиры, боремся за независимость и, скажем так, наши большие надежды возлагаем на Казахстан. На Казахстан, потому что они нам очень близки. И сегодня, если Россия распадется, точнее, когда она распадется, то на этом фоне Казахстан сразу же вырастет в большую региональную державу, то есть, да, автоматически. И ясно, понятно, что если мы заручимся поддержкой Казахстана, и если она будет нам оказывать эту поддержку, то мы будем достаточно устойчиво стоять на своей территории, что мы, что Татарстан. Вот нужно ли, вот как я сказал, вы там контактируете с представителями демократических сил, которые хотят изменить сегодняшнее государство. А мы знаем, что сегодняшние государства Центральной Азии в основном это либо диктаторские, либо автократии, но в том или ином виде. Вот. Нужно ли менять там эту власть, учитывая, что смогут ли они стать демократическими? Хороший тоже вопрос, за него благодарю. Начну издали. Тюркам и Урала, тюркам Поволжья, башкирскому народу необходимо мыслить на перспективу и ментально отвязываться от тех колониальных мифов, в которые погрузили этот могучий народ-сопротивленец имперские власти. Соответственно, это не должна быть проблематика не от свойственного вам масштаба. И вы, я полагаю, должны мыслить категориями геополитического притяжения к крупнейшим ядрам тюркского мира в этом пространстве Северной Евразии. Казахстан очень правильный вывод. Казахстан и в религиозном смысле, в этническом смысле, я так понимаю, в диалектно-лингвистическом смысле башкирам близкая, понятная локация, понятное направление. И при развале, демонтаже или формировании воронки, хаоса и безопасности, дефицита безопасности в Северной Евразии, вот в ситуации пост-России или умирающей России, Казахстан будет той большой планетой с большой гравитацией, которой тюркские регионы и Урала и не только должны, конечно же, тяготить. Я желаю Казахстану в этом плане жить и здравствовать.
Тем более Казахстан сталкивается сейчас с теми же самыми вызовами, с которыми столкнулась Украина. Я об этом говорил на конференции, где мы с вами встретились в Вильнюсе, что на севере Казахстана есть опасная концентрация славянского, конкретно русского населения, которое в динамике убывает, и российские ястребы как бы предваряют возможную, не дай бог, интервенцию в Казахстан, говоря, что ну вот как в Украине остается от 17 до 15, а то и менее того процентов русского населения в Казахстане, давайте залезем туда, давайте разворошим еще и Казахстан. Тем более мы уже попробовали туда заходить во время кое-каких протестных действий в Казахстане, когда нас пригласили, ну давайте повторим еще раз. Поэтому вот пока Казахстан осознает, что ему важно дождаться естественной убыли славянского этого угрожающего его стабильности населения, башкиры, татары должны выстраивать свои сепаратные дипотношения с Казахстаном. Что касается общей температуры по Центральной Азии, там, где необходимо менять и отменять геронтократические замшелые режимы, там необходимо их отменять. Там, где мы видим сменяемость власти, там, где мы видим нормальный переходный транзитивный порядок, там, где есть какой-то прозрачный политический процесс, зачем там менять власть? Вот, условно говоря, разница между Туркменистаном, Таджикистаном с забронзовевшими диктаторами и разница между Кыргызстаном и Казахстаном, где наблюдается живой политический проект и процесс, она колоссальная. Мы предполагаем, что вот в Таджикистане возможно даже революционная смена власти, но этот эффект не будет закреплен, пока все макрорегиональное пространство Центральной Азии не придет к неким общим знаменателям, касающимся взгляда на свое политическое развитие. Будет ли это сценарий консервативной демократии по турецкому образцу или какой-то иной, но общая температура по больнице должна быть выровнена. И тогда, только тогда мы можем говорить о том, что Центральноазиатский макрорегион – это не просто математическая сумма осколков, оставшихся от советской эры, а это некое геополитическое пространство, в котором возможна заявка на интеграцию, на субъективизацию этого пространства по образцу Европейского Союза, например. Но если мы хотим видеть Центральную Азию сильной, если мы хотим видеть, чтобы в ней и тюркская компонента, важная для башкирских националистов, играла, то, конечно, это пространство должно так или иначе быть гомогенизировано, приводимо к общим знаменателям. И тот пример, который сегодня является Казахстан, пример вот такой сменяемой устойчивости, вот он является далеко не худшим. Поэтому зачем ворошить Казахстан? Пусть он развивается, исходя из своей внутренней логики. Да, я тоже считаю, что Казахстан вообще для нас, вот для башкир, как и для башкирских националистов, которые мечтают о создании независимого государства, Казахстан для нас очень успешный пример, как государство, которое, ну, мы помним все по истории, что в начале 20 века, в первой трети 20 века она потеряла огромное количество населения в результате искусственного голодомора, устроенного Москвой. Из 6 миллионов их осталось 2 миллиона. А сегодня они, будучи независимым государством, уже преобладают. И, точнее, когда они отделялись от Советского Союза, их было меньше в процентном соотношении. Их было всего 37%. А в то время как русскоязычного населения, это и русские, и украинцы, и немцы, и греки, их было 51%. Но они смогли перебороть ситуацию, и на сегодняшний момент их 70% казахов. То есть они развиваются успешно, у них устойчивое развитие языка, сильное национальное самосознание, их казахи учатся по всему свету. Но я вижу, вот эта модель развития для нас, для башкир, очень близка. Поэтому, да, конечно же, я желаю Казахстану становиться только все сильнее и сильнее, свободнее и свободнее. И вот вопрос, когда вы затронули по поводу общей, скажем так, интеграции стран Центральной Азии, здесь возникает вопрос о
так называемом Туране. Ну или если в современном, если говорить современным языком, то это вот сегодня уже создалось государство, организации тюркских государств, так называемых ОТГ, где они очень успешно, как я вижу, с каждым разом все сильнее и сильнее интегрируются. И как вот вы считаете, какое будущее ждет вот у организации тюркских государств, ну или можно его будет назвать Туран? Сможет ли он стать будущим, вот как вы сказали, Евросоюзом, с единой армией, возможно, с единой валютой? Благодарю за вопрос, Руслан Эфенди. Начну тоже с первой части, с вашей реплики по Башкир и Казахстан. Есть дополнение. А потом перейдем тогда к перспективам тюркского единства и политических настроев над этой идеей. Казахстан действительно блестящий пример того, как разваливаются мифы, индоктринированных этими мифами, как разваливаются, в общем, мифы, которые вдолблены в головы народов Российской империи. Казахам говорили: вы не самостоятельны, вы не способны к построению своего национального государства. Вот пришли русские варяги, которые вам это государство построили. Вот мы сейчас уйдем, у вас все развалится. Видите, не развалилось. И язык был восстановлен, и этнические дисбалансы были исправлены в пользу государствообразующей тюркской нации казахов, и государство на зависть многим. И поэтому то же самое наверняка внушают и башкирам, потому что башкиры – это одни из главных стрессоров. Это самый вековечный устойчивый оппонент московско-петербургского империализма, там, внутри тела России. Это народ, который в себе вырабатывает бесконечную волю к сопротивлению, весьма мужественную и достойную уважения. И, разумеется, чтобы сломить это сопротивление, будет задействован все тот же самый инструментал по разубеждению башкир в том, что они на что-то способны. Будет говориться: ну как же вы будете жить, окруженные непонятным хаосом, да, в Обель-Урале, если Россия уберется с ваших земель? А вы вообще когда последний раз государственность-то имели? А что вы можете, кроме как бунты, устраивать? Да, вот это все Казахстан своим существованием и примером опровергает. Неважно, как россияне, как русские в том числе паразитировали на тюркской земле, но когда эта земля получает самое главное, она получает независимость, и там сохраняется очаг национального мышления, то она прекрасно развертывается в национальное государство. И Казахстан действительно хороший убедительный пример для башкир, мое такое суждение. Что касается перспектив организации тюркских народов, государств, ну, если мы предполагаем, что Центральная Азия – это, согласно критериям ЮНЕСКО, не только вот Кыргызстан, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, тюркские, да, республики, где там чуть-чуть еще Таджикистан. Но если это еще и часть Ирана, часть Афганистана, даже часть Китая, то тут воленс-ноленс придется учитывать, что еще и Фердоуси учитывал, да, что есть Иран как историческое пространство, и есть Туран как другое историческое пространство. И вот как им избежать головобоек, и как им избежать напряжения отношений между тюрками и персами, тюрко- и персоязычными народами. Европейский Союз в этом плане тоже может послужить примером как бы разных интеграций, разноскоростных интеграций. Когда создается общая рамочная конструкция, договор о том, что мы объединяемся вокруг общих принципов, общей модели хозяйствования, общих политических институтов и общих исторических судеб. Но внутри этого рамочного пространства, этой рамки, возможны какие-то субрегиональные группировки, вроде Вышеградской четверки, вроде там Союза, паспортного Северного Союза, сейчас не могу точно вспомнить, как это называется, и так далее. И вот в этой объединенной рамочной конструкции Центральной Азии плюс, которая будет тяготеть в том числе освобожденный Бель-Урал в силу естественных причин, Кавказ в силу естественных географических и религиозно-культурных причин. Вот к этой Центральной Азии плюс, к ней мы подводим как бы двух основных субрегиональных игроков. Это тюркская
единство и организации, которые структурируют это тюркское единство, и какие-то возможные организации, которые будут заниматься переструктурированием персидского, персо-таджикского пространства и так далее. Вот тут очень важно будет успеть цивилизованно перешагнуть, урегулировать, пацифицировать имеющиеся трения между сопредельными национальными государствами, населенными тюрками, населенными персами в этом регионе. А какую роль Турция сможет сыграть во всем этом союзе будущем возможном? Я уверен, что она будет одна из первых скрипок. Скорее всего, это будет две части одной клешни. Как бы, я не знаю, как это выразить, но два пальца одной клешни. Казахстан будет работать по северному контуру, а по черноморскому контуру, ну, Казахстан это Каспийский контур, назовем так, да, северный, а по южному и черноморскому контуру будет работать Турция. И вот эти две планеты, которые между собой должны сообщаться, ну, плюс еще и густонаселенный большой значимый Узбекистан. Давайте говорить о трех планетах. Вот они и сформируют ту самую дугу, вокруг которой пространство это будет структурироваться по тюркскому направлению. Поэтому в устойчивости островка, безопасности и стабильности в бурлящем море большого ближневосточного бардака, кое является Турция, заинтересованы должны быть все тюркские национал-патриотические силы, национал-освободительные силы. Если возвращаться к России, то представим, что все национальные республики получили независимость, откололись от нее. Но даже если вот мы смотрим, представим условно карту России без национальных республик, все равно это будет огромное государство, монстр такой, то есть который будет простираться от, скажем, ее западных границ и до восточных границ. Пусть даже без Якутии, без огромной Якутии, там, без Бурятии, без Кавказа, без Башкортостана, Татарстана, все равно это будет огромное государство. Будет ли оно жизнеспособное без национальных государств? Или все-таки есть шансы уйти как Сибири, Уралу, Дальнему Востоку? И вообще, возможно ли создание отдельного русского государства, в пределах, допустим, условного Золотого кольца? Блистательный вопрос, дорогой Руслан. Я в который раз хочу уже не только лично, но публично отметить, что господин Гапасов является наиболее толковым идеологом русского национализма по сравнению с Пестолычем, который является этнически русскими идеологами русского национализма. Потому что у Габасова есть предложение, что делать русским для того, чтобы сохраниться, в общем-то, как этнос в условиях деградации, эрозии и окончательного развала России. За что русский народ может сказать господину Габасову отдельное спасибо, разобравшись в порядке его идей, конечно. И мы должны просто понять, о каком русском претенденте на Россию, если мы говорим под русским, подразумевая русский народ, да, мы говорить собираемся. Если мы говорим про вот нынешний русский народ, который, поскреби его, задай ему вопросы, как ты себя вообще идентифицируешь, ничего внятного не скажет, то тогда, конечно, Россия может вот на всех этих глубинариях сохраниться как большое геополитическое образование, большое туловище, тогда, когда от него отпочкуются национальные или окраинные республики. Но если мы коснемся внутренней флексии, того, что происходит внутри русского национализма, то мы обнаружим, что там сейчас длящийся кризис самой русской идентичности. Вот что осмысляется на острие, на пике русской национальной мысли. А вообще русский народ, он жизнеспособен, он витален или он ветхий, он умирающий народ. Его нужно срочно отменить и перезапустить. А какой должна быть судьба русских после развала России? Задаются этим вопросом в том числе думающие русские националисты. Может быть, это путь русского катастрофизма? Может быть, русским нужно пройти через то, через что проходили германские народы, когда 2 раза устроили большую заваруху в одно столетие, а потом как бы их промололи через мясорубку денацификации. И признать, что возможны и пострусские идентичности. И если русские себя будут вырабатывать пострусские идентичности, будут возникать условные германландцы из сегодняшних условных славян-петербуржцев.
Если будут возникать какие-то карельские идентичности, в которых будет силен культурных карелы, язычный и финно-угорский компонент, но при этом к нему будут подстегиваться и этнические славяне, этнические русские, живущие там, Трозаводские и так далее. Если будет происходить формирование особой субъектности сибиряков, где сибиряки будут себя осознавать вольготными людьми, уже не русскими, уже пострусскими, то тогда возникнет и тот самый разгул пострусских государственностей. И где-то там, где Золотое кольцо, может возникнуть, да, национальное государство тех русских или пострусских, которые себя будут мыслить вот в культурном и историческом пространстве этого Золотого кольца. А там, где, например, сегодня подвязаются теоретики смоленского сепаратизма, которым интереснее, допустим, тяготеть к литвинскому, к эстонскому, к белорусскому историческим проектам, ну, там будет возникать, вероятно, другая пострусская новая историческая общность, которая будет говорить о том, что Смоленщина, Смоландия – это вот наше пространство, мы хотим его видеть своей землей. Поэтому чем больше будет торопиться русское пространство, тем надежнее для всех не русских, в этническом смысле не славянских народов сохранить и защитить свои национальные республики, свои национал-билдерские проекты. Поэтому, с моей точки зрения, последовательные разумные идеологи национал-сепаратизма из числа представителей коренных народов должны, по большому счету, делать ставку на многорусие, на то, чтобы русский народ преодолел вот это представление о себе как о едином монолите, скорее мыслил, думал и был поддержан в направлении создания цветущей сложности вот этого много или пост-Руси. Да, я разделяю ваши мысли, потому что, ну, если судить по истории, то англичане разделились, и сегодня есть канадцы, да, англоязычные, американцы, австралийцы, новозеландцы, и они, то есть те же самые немцы, германцы, да, в Австрии живут, мы знаем Лихтенштейн и так далее. То почему не могут бы возникнуть условно русскоязычные государства Сибири, Урала и так далее? И я просто, ну, я, по крайней мере, практически не встречал русских националистов, которые бы говорили о том, что русские могут создать сразу несколько государств. Все они говорят о единой, неделимой, даже те, которые находятся в оппозиции к Путину, находятся там на Западе. К сожалению, там, ну, единицы, наверное, которые считают, что действительно у русских должно быть отдельное свое государство, условно, там, где они компактно проживают, откуда они вышли. Вот, но просто если так логически рассуждать, то действительно русские, они проигрывают свою гонку жизни, скажем, да, вообще. И они скукоживаются, они развязали войну с самым близко родственным славянским народом своим. Огромное количество уехало из России. Рождаемость практически, ну, нету практически рождаемости никакой. И если вот я недавно сравнивал рождаемость за 2024 год, то у России, где 140 миллионов, ну, условно 100 миллионов русских проживает, рождаемость была 1 200 000 детей. Ну, вообще, у 140-миллионного населения России было 1 200 000 детей родилось за 2024 год. То у Узбекистана, где 37 миллионов населения, родилось практически 900 000 детей. Ну, понятно, что если такая политика будет продолжаться, то рано или поздно тюрки, кавказцы просто заселят эти огромные территории. Так же считаете? Или все-таки у русских есть возможность перебороть это, и вот если как чего будет? Это сложный вопрос. Я считаю, что русские заточены на программу смерти. Вот есть понятие «русская смерть» как экзистенциальное состояние длиной во всю нацию. И вся нация оказывается заложником у этого экзистенциала. Как бы мы умрем, но давайте вместе с нами
в ничто затянем мы и всех тех, кто демонстрирует волю к жизни. Вот примерно так мыслит русский, как обреченная историческая единица. Поэтому и русский национализм старого типа продолжает оставаться в плену вот этих химер умственных о том, что единое и неделимое. Что может быть единым и неделимым, если вы вымираете, если у вас минус миллион от 800 тысяч до миллиона 200 в среднем в год? Что может быть единым и неделимым, если в этом имперском пространстве происходит ваше вымывание более убежденными к жизни, по направлению к жизни народами, за счет миграции, за счет того, что империя всегда расширяется, всегда нуждается в том, чтобы колонна в переваривании граждан. Да? Вы теряете историческую хватку, вы умираете как народ, вы заинтересованы, говорил я русским, в том, чтобы Россия перестала быть империей. Вот что от нее останется, это разговор третий. А вот первые два разговора должны вестись о том, как прекратить существование России в качестве имперской формы, если вы, русские, хотите в том или ином виде сохраниться. Но российская имперская махина, она ведь умирает не просто бескровно, она умирает с фанфарами и пупецами. И она развязывает войну, как вы правильно сказали, Руслан, против самого близкородственного народа, в котором действительно еще недавно люди вообще не понимали, в чем разница между Россией и Украиной, живя там, в Украине, не украинский паспорт и стоя под жовто-блакитным флагом. Она развязала эту войну, наверное, понимая, что это последний исторический шанс хоть как-то выправить вот эти демографические провалы русского народа. За что сегодня отрывает ноги дагестанцев, за что сегодня под улюлюканье умирают башкиры на этом СВО, за что сегодня похоронки идут в Бурятию, да за то, чтобы Россия оттяпала еще кусок территорий с 10 примерно миллионами славянского населения, которых при желании можно быстро перекрестить в русских, там, у Украины отобрав, и хоть как-то опять-таки избавившись от неудобных малородцев и инородцев, понимая, что эти малородцы и инородцы – это перманентная угроза для российского интегритета, потому что вот там среди вас будет бурлить и бродить идея национального сепаратизма, а обеспечить себе устойчивость этого пространства и за счет переваривания миллионов православных, преимущественно православных, понимающих русский язык, славяноговорящих, близкородственных в этническом смысле и в историческом смысле родственных украинцев. Вот за это гибнут сегодня башкиры, дагестанцы, буряты и же с ними. Поэтому они гибнут за русскую смерть. За то, что обреченное российское государство тянет с собой в гроб, в могилу не только украинцев, но и всех тех, кто вынужден обслуживать вот этот последний залп русского предсмертного имперского посягновения. Ну, спасибо, уважаемый Максим, за интересную, очень интересную передачу, за ваши рассуждения. И напоследок я бы попросил вас пожелать, чтобы вы пожелали башкирам, чтобы они, сидя там, в Башкортостане, наконец-то осознали, что независимость – это единственный шанс у них выжить. Я скажу одну историю, которая очень личная и должна стать публичной. Когда-то, живя в России, я был одним из публичных спикеров Национальной организации русских мусульман. Это движение, состоявшее преимущественно из русских, очень часто из русских националистов, которые пришли к исламу. И мы были фронтёрами, безусловно, мы были очень неудобными людьми и для русской православной церкви, и для какой-то малократической корпоративной мафии. Нас никуда ни сюда нельзя было причислить. Но мы, сколь бы долго не раздражали власть придержащих в России и силовиков, нас долгое время не трогали, пока мы не совершили одну метафизическую ошибку с точки зрения силовиков или не совершили не восполнили один метафизический толк с нашей точки зрения. Я со своей группой, поскольку я был амиром Национальной организации русских мусульман в Санкт-Петербурге, отправился
на крепость Ореш, на Шлиссельбург, где похоронены две очень важные фигуры национального сопротивления народов Российской империи. Это Ушурма, имам Мансур, шейх Мансур от чеченского народа, и имам Батырша, один из великих духовных и политических лидеров, вдохновителей национального движения башкирского. И вот там мы что сделали? Мы провели джаназа намаз, погребальную молитву, потому что не было уверенности, что кто-то там, в Шлиссельбурге, когда-то отслужил мусульманскую панихиду по этим двум героям общей исламской значимости, уж точно значимости для своих народов, и уж точно значимости для всех народов, ведущих по антиколониальную борьбу. И вот тогда, когда нас окрывали в результате спецоперации силовики, в которую были вовлечены и ФСБ, и Эстапо, Центр противодействия экстремизму, и тюремный спецназ, антитеррор, и Следственный комитет РФ, МВД, вот тогда мне силовики говорили: мы вы тебе, Салман, простили многое, но не заигрывание с вот этими историческими мифами. Вот то, что ты отправился туда, к имаму Батырше, туда, к шейху Мансуру, вот это был уже перебор. Вот чего опасается на каком-то тонком уровне, если мы сейчас не будем уходить в мистицизм, российская власть. Она опасается того, что вы прозреете, того, что вы вспомните своих героев, того, что вы осознаете, что, як казал Тарас Григорович Шевченко, боротьбись это поборок. Боритесь, и вы победите. Вот к этому обращению к национальной мифологии, к этому обращению взгляда к национальному иконостасу своих героев, к осознанию собственной силы, убежденностью в том, что если вы будете формировать ячейки сопротивления вовне и внутри того пространства, до которого вы претендуете, так вы стяжаете победу. Вот это приведет башкирский народ, обладающий очень хорошей исторической генетикой и волей к сопротивлению, к триумфу. Мое такое мнение. И спасибо за то, что вы боретесь. Я знаю, Руслан, о вашей борьбе. Желаю вам в ней преуспеть. Вам и вашим товарищам. Спасибо большое, Салман. Очень впечатлен сегодняшним нашим разговором. Надеюсь, не последним разговором. Будем встречаться, иншаллах. На этом все. Спасибо большое всем, кто смотрел. До свидания. Спасибо большое, Рахмет.